Для перевода в 5 класс выпускникам начальной школы теперь придется сдавать переводные экзамены. Итоговая аттестация учеников по всей стране начнется с 2016 года. С целью апробации процедуры на этой неделе были проведены проверочные работы по русскому языку. В нескольких школах страны прошли пробные экзамены. В числе участников оказалась и школа номер 1 города Мирный. Тему продолжит Наталья Николаева. Когда в начале учебного года заговорили о едином государственном экзамене в начальных классах, никто из родителей и учителей не поверил в это. Однако спустя месяц информация подтвердилась. Начиная с 4 класса ученики будут сдавать переводные экзамены. Такая практика существовала и раньше, в советское время. Зарекомендовала себя наилучшим образом. Теперь забытые традиции решили вернуть. У нас сегодня в первой школе проходит всероссийская проверочная работа. Это по поручению Министерства образования и науки Российской Федерации. Такая работа с этого года будет проводиться ежегодно. Сейчас на данном этапе проходит апробация, то есть пробные контрольные работы для учащихся 4 классов. 1 и 3 декабря ребята сдавали русский язык. Основным заданием первой части был диктант. Во второй предполагалась проверка практической части, в частности, умение работать с текстом и знание системы языка. Всего участникам предстояло выполнить 16 заданий по русскому и 12 по математике. Боишься, Анжелика, когда-нибудь? Очень. А почему? Потому что я вот очень много повторяла, но я все равно думала, что я не сдам. Славик дома повторял? Да, повторял. Какие? Там про части речи, главные члены предложения, разбор слов по составу. А сложно было? Но если учить, то нет. Угу. Что там было? Что нужно было сделать? Был текст, мы писали по диктовку текст, потом были задания найти предложение 6 и найти предложение с однородными сказуемыми. Как ты думаешь, это сложно было? Нет. Результаты проходят обработку в течение 2 недель. По их итогам Министерством образования будут даны методические рекомендации в плане определения дальнейшего преподавания школьных предметов. Как показала практика, нововведения в сдаче ЕГЭ касаются не только традиционных предметов. Взять хотя бы прошлый год. Теперь выпускники обязательно пишут и сочинения. Всероссийские проверочные работы подготовят детей к дальнейшим изменениям, что, надеемся, положительно скажется на уровне образования в целом.